Накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, на базе общественной приемной главы Республики Коми прошел круглый стол на тему меры социальной поддержки ветеранов боевых действий. Речь идет обо всех участниках различных боевых кампаний, начиная с афганской, в том числе и тех локальных конфликтах, которые проходили за пределами России. Для участников боевых действий сотрудники Интинского центра социальной защиты населения подготовили специальную памятку, где отметили, на какие меры поддержки ветераны могут рассчитывать. Это компенсация расходов на оплату жилищных услуг в размере 50%, в том числе членам семьи ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающими. Также дополнительно к мерам социальной поддержки, установленным федеральным законом о ветеранах, в Республике Коми предоставляются дополнительные меры поддержки. Это размер ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 января 2025 года составляет 1410 рублей. Размер ежегодной республиканской денежной выплаты в связи с празднованием Дня ветеранов боевых действий и установленных постановлением правительства Республики Коми от 30 января 2022 года номер 259 составляет 3000 рублей. Это к 1 июля предоставляют данную выплату. Для получения мер социальной поддержки по оплате жилищного помещения и коммунальных услуг необходимо предоставить в Центр такие документы, как следующие документы: сведения о предоставлении мер соцподдержки по оплате жилищного помещения и коммунальных услуг с указанием способа доставки и счет в финансово-кредитном учреждении или почтовым переводом. Дальше документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий ветерана боевых действий, а также документы, подтверждающие родственные отношения граждан, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка и так далее. В случае распространения мер социальной поддержки на членов семьи. Также нужна справка, подтверждающая обучение по очной форме, обучение в образовательных учреждениях начально-профессионального, среднепрофессионального и высшего профессионального образования для детей в возрасте до 23 лет. Предоставляется каждый семестр. И еще нужно счет-квитанцию за месяц, прошедшую месяцу подачи заявления. Это наши квитанции, которые мы предоставим в соцзащиту, что у вас услуга оплачена. По вопросам оформления и получения мер поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг можно обратиться по номеру телефона 32371 и 31411 или по адресу Куратова 66, кабинет 107. С момента начала общения на прямую линию стали поступать звонки от интинцев, но касались они в основном ситуаций, связанных с текущей специальной военной операцией. Жители спрашивали про выплаты и компенсации. В 23-м году похоронила сына. Да, слушаем вас, да. Вот, похоронили его, значит, в 23-м году, и вот до сих пор за, как бы сказать, ни за памятник нам денег не вернули, ни за поведение. Вот служил он в Storm Z. Может быть, поэтому нам ничего не дали. Ведь мне 80 лет уже будет в этом году. Давайте вы на следующей неделе придете в администрацию, 312 кабинет, и мы с вами проговорим конкретно по индивидуальной вашей ситуации. Ольга Золотова, начальник автошколы ДСАФ, на базе которой собираются представители всех боевых интинских братств и ветераны локальных конфликтов, проинформировала присутствующих. Теперь в Инте официально появилась единая организация – Союз на боевое братство. Они официально же оформились, и есть документы, получили там сертификаты, что-то такое. В общем, Виктор Иванович уже официально называется председателем боевое братство. Вот. И в документах во всех будем его так теперь называть. Причем это все наши ветераны решили туда перейти. В нашем городе Союза Афганистана локальных войн не существует. Ну, по крайней мере, я с ними не знакома. Ветераны ведут активную деятельность по патриотическому воспитанию подростков, но им нужны оборудование и обмундирование, в том числе учебные автоматы. Для того, чтобы им заниматься с детьми, им нужно атрибуты. Это автоматы для сборки-разборки, винтовки для стрельбы из пневматических винтовок, костюмы АЗК, которых у нас не хватает. Мы достаем старые, но на детей их надевать просто
не гигиенично. Вот, поэтому вот все, что они просят, это вот эти атрибуты для того, чтобы заниматься с детьми. Если есть такая возможность по каким-то мерам поддержки или там грантам или что-то такое, чтобы вот, если есть такая возможность закупить, у нас, как у организации, нет такой возможности закупить это все. Как отметила Елена Моторина, заместитель руководителя администрации ИНТы, все указанное оборудование специально приобреталось и было передано на баланс гимназии номер 3. Чтобы инвентарь не простаивал и им можно было воспользоваться всем детям города, нужно придумать схему взаимодействия. Сделать это предстоит уже в ближайшее время и без привлечения грантов. Также во время круглого стола присутствующие обсудили мероприятия, в которых постоянно участвуют ветераны боевых действий, планы по их вовлечению в патриотическое воспитание, общественную и спортивную жизнь города.